восстанавливать ваше заявление, которое вы написали, надо предпринимать меры. Вот вы обращаетесь, что вы долгое время, в течение 3 месяцев, ищете своих вещей. Да, Вы вещи, которые грузили, отправляли, это написано у вас в заявлении. Вот хочу от вас я слушаю. Вот расскажите, как это все было. Так прошел, мне позвонил ему, он приехал, товар забрал, деньги забрал, до сих пор на связи. Он, кто он? Торговой. Откуда? Торговец это кто? Это который человек товар принимает, отвезет в родину. Обманул людей нету до сих пор. Значит, я так понял с ваших слов, что где-то в Москве или под Москвой, в районе Дмитриева, человек, гражданин Таджикистана, по имени Табаймру, отчество Абдусаттарович, Да. с бывшего района возле Малигина Шухрусон, раздает всем, значит, получается, информационное бюро, так называемым классикам Фейсбуком, свои визитки, и предлагает вам принести ваши вещи, которые тяжело вам отвезти домой, которые вы купили. Да, да. И по 50 рублей за килограмм отправляет в Таджикистан на различных автомобилях, грузовых, Да, в том числе КамАЗ. Вы обратились к нему, и что он вам сказал? Говорит, ребята, давай собирайте товар, я отвечаю, отвезу до дома. Кто хорошо знал этого Табаймрода среди вас? Вот этот человек. Как ваша фамилия? Исензодакмар. Ну, откуда вы узнали? Он с моего деревни, короче, он приехал, машину С поставил. Таджикистана. Да, с Таджикистана. Ну. Они попросили, я там уговорил, место дал для машины, жилье дали им. Ну, уговорил начальство. Они потом там поместились, поехали, откуда-то грузили, привезли. Ждали, водители ждали где-то 17 дней, ни деньги, ничего, ни продуктов. Почему? Он, я так понял, что обещал, что в течение 1 месяца товар Да. поступит в Таджикистан и раздает каждому на В течение 2 недель обещал он. Ну, а вы узнали вот в ноябре, что даже товар не Да, я поступил в почти в Таджикистан. конце ноября. Там у него еще такая условие была, что он может даже обеспечить так, что приедут прям, где мы находимся в Москве, в любой точке Москвы, и отсюда он груз забирает. Груз забирает, и нам доставку не надо делать к нему на фурах. Он сам приедет, машину отправляет, груз заберет, и условие договора было таково, что он отвезет прямо до дома. Вот у вас интересное вот это заявление, посмотрел, что получается с вашим разговором написано. Вначале он хотел с вами подружить, а потом он почувствовал, что большая сумма, там больше 1,5 миллиона даже, то, что вы заплатили за товар. И он, как все некоторых нерадивых, так уродливых наших граждан, подключил граждан Чечни по имени Ильяс. Что вам говорит этот чеченец? Ильяс, я сам лично к нему вышел навстречу, я поехал к нему навстречу, хотел разбираться сам, что он хочет, что он говорит. Он говорит, что действительно так получилось, что его якобы кинули. Кого кинули? Табаймрода. Ага. Якобы, что его кинули, груз, вот, который отвезли вот к этому товарищу, где они собирали груз. Они бросили груз, якобы, эти дальнобойщики. В это место знаете, где находится? Где груз собирают? Где груз собирают, я же вам объяснил, что некоторые, вот у меня, допустим, Деревня он машину Каба отправил, там собирает. он машину отправил, прямо где мы собирали, отсюда он забрал фуру. Но, когда прошло это время, я сам поехал за грузом. Вот, Именно потом деревня Габо, написано. вот, деревня Габо, по Рогачевскому шоссе. Вот я поехал оттуда свой груз, можно сказать, что половину нашел, а половины из них нету. И все, которые Вы нашли кое-что, да? кое-что нашел, но забрал, ценных, короче, там было. отдали этот Ценных. груз? Ну да, груз, то, что там, можно сказать, Ну, вы забрали. Нету, Нет. половину нету у него ничего. то, что там Ничего. ценное внутри было, ничего А ценного вот не звоните осталось. Табаймроду, он что вам говорит? Он трубку не берет. Не А отвечает. вы сказали, что вы отправили СМС Табаймроду, да? Да. И что написал? Что сказали А Табаймроду? он еще меня угрожает. Говорят, ты где живешь, я тебе Как знаю. живет, он знает, ты живешь вместе с ним в одном И районе. это Нет, он чечен другой. угрожает ему. Ты Чечене где? вам угрожает? Да. Почему Чечене угрожает? Не знаю, я вам сначала звонил, ты Ахледин, что ли? Я ему сказал, да, я Ахледин. А ты сколько платил этому Табаймроду? Я ему сказал, 15, другой человек. 15 тысяч рублей вы заплатили. Да. И еще 5 тысяч свой, 20 тысяч. 20 тысяч. Ну. Я ему сказал, 20 тысяч я платил. И был лестница. И груз еще у него.
грузу там Ну вот лестница. приобретаете холодильники, различные, Да, да, значит, А он открыватели, генераторы, За, лестницы. домой за продать. этого, за все, говорит, я заплачу. И ждите еще. Илья сгорел, Да, чуть-чуть. Илья говорит, жди. Ну, вы же его не знали. Вы же знали Тагаймураду. Да. Да, он звонил мне. Он говорит, я отвечаю за Тагаймурада, за такой товар, за деньги я отвечаю. Говорит. А вот автомобили, которые выезжают, подъезжают, как мы говорим, в Таджикистан, с России, они таджикские номерами. Таджикский номер, фуру, да. Все фуры таджикские номера. Да. Вы сказали, как-то ролики сделали на сайте. Видеоролики есть, и сейчас у меня в наличии. Ну вот где он груз выбросили, вот там ребята пошли, сфотографировали и на видео снимали. اینا بچه ها تماشا کنین بروتونا برو اینا خیلی کده این مردم بور کدگیه خیلی کده پرتوفتگیه برو رو پول جمع کده گرفتگیه مردم بایمت که بور روی میکنیم توجیکستان انا خیلی پدنالت چیکو کدن در خوره اینا خیلی فرووردگیه در برف پول بوری مردم اینا خیلی شده خوبه چیگه پای دنیا بیسویبه چی خیلی شدگه تماشا کنین بوری مردم چی خیلی خوبه Мы ищем, ребята, весь ринг ищет, не найдет это человека, лицо не помнит. Как. Нет, я... Все из ринга, там, Топлистана, другой, ребята, которые земляки живет, на себя, скажем, такой человек поймать и Вот никак. вы постарше, вы более мудрый человек. Вот они искали, не нашли. У вас там есть в Таджикистане ваши родственники. Этот уродливый человек, который всех называем и так, обманул, зайти к нему домой, спросить, если у вашего сына хоть есть школьные фотографии, можно ли взять школьные фотографии? Я думаю, что если... Можно тогда. Да, Правильно. можно, потому что сейчас он многим обманывает. Я вот с вашего разговора я понял, что где-то он в Твери или где он сейчас собирает все. Рамин. Клин и... Ну, Клин это в сторону Твери. Они собирают весь области, они. Якобы там тоже он помог, Да. ему ведет свои, это называемые, обманывает, значит, программу. И вам надо обязательно срочно звонить и отправлять сейчас те же вот, сейчас 21 век, эти фотографии сфотографировали и отправили сюда. Будем искать, и от вас только зависит, чтобы вы тоже нашли те места, где он, Клин, допустим, где он собирает. Вот сегодняшнее видео, это дает возможность другим, чтобы наподобие вас не оказались жертвами. Вы жертвы сегодня. Вы жертвы того сегодня я вижу, что одних обманывают по регистрации, других обманывают по патентам, третьим авиабилетов. У нас все то, что связано с таджиками, куда он, бедняк, не может обращаться, ответа он не получит. Вот поэтому работаем мы с вами со мной, чтобы хотя меньше стало этих обманов. Меньше стало, хотя найти этих сводов. Я вчера разговаривал. Вчера человека ночью поймали. У него целая сумка регистрации фальшивых. Это в районе Белой дачи. Он у всех людей брал по 4200 рублей. Тоже наш соотечественник. По 4200 рублей взял и всем делал фальшивые квитанции. Проходи. Фальшивые квитанции он делал. Дал им, чтобы они заплатили за патент. Как они-то нигде не проходят. Все делают вот наши, как бы. Поэтому будем думать, совместно думать и будем принимать решения. Наша задача сейчас этот вопрос решим сегодня. В ближайшие дни, значит, мы с вами еще раз встретимся. Встретимся, скорее всего, уже или на том складе, где вот Раменском. У нас сложная ситуация, я вам сразу говорю. Люди идут, хотят сесть на поезд. Казанский вокзал, Москва, Душанбе. Там куча бандитов, мелких таких таджиков появляется. Заставляют. Мы ваш чемодан доносим до этого поезда, вы нам обязаны 1000 рублей. Так какие 1000 рублей? Отдашь? Понимаете, в мире, в котором мы живем, почему должны страдать одни таджики? Задавать все вопросы я сразу вам отвечу, потому что вы между собой не доверяете друг другу. А вам надо взаимодействовать. Надеемся, что
по мере предпримет совместные с... Ситуация у вас очень сложная. Ситуация сложная, потому что вы не первый, скорее всего, уже обманут. Если я посчитал под сумму денег у вас, там у вас в заявлении написано более 100 граждан Таджикистана были обмануты.